Добрый вечер. Вы смотрите информационный выпуск сегодня. В начале о главных событиях. Депутаты утвердили госпрограмму поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2024 год. В разделе «Разное» обсуждены вопросы социальной направленности. Южная Осетия готовится к выборам президента Российской Федерации. У граждан республики к значимому событию подход сознательный и ответственный. Вклад писателя в развитие осетинской литературы неоценим. Сегодня 99 лет со дня рождения Нафи Джуссойта. На сегодняшней сессии парламента проект государственной программы по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства на 2024 год был принят депутатами единогласно. Парламент также поддержал обращение Госдумы Российской Федерации к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима. Какие еще вопросы рассмотрены в репортаже Зарины Кочиевой? Парламент Южной Осетии утвердил государственную программу поддержки и развития малого и среднего предпринимательства на 2024 год. Это важный шаг в направлении стимулирования экономического роста и создания благоприятной среды для развития бизнеса в республике. Общий объем финансирования в рамках программы составит более 86 миллионов рублей. В рамках программы предполагается реализация следующих мероприятий. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере регулирования развития малого и среднего предпринимательства. Финансово-кредитная поддержка малого и среднего предпринимательства, информационно-консультационная поддержка малого и среднего предпринимательства, развитие деятельности инфраструктуры, поддержки малого и среднего предпринимательства, финансирование программы предусматривается государственным бюджетом Республики Южная Осетия на 2024 год в размере 36 миллионов рублей. Средства фонда содействия крупному кредитованию малого и среднего предпринимательства 50 миллионов 589 тысяч рублей. Статьи расходов по программе крупное кредитование субъектов малого и среднего предпринимательства 86 миллионов 589 тысяч рублей. Парламент поддержал обращение Госдумы Российской Федерации к Национальному собранию Франции в связи с участием французских наемников в преступных действиях киевского режима. В документе российские депутаты выразили сожаление в связи с тем, что власти Франции своими действиями продлевают агонию нацистского киевского режима. Несмотря на то, что официально Париж отрицает участие свое французских наемников в военном конфликте на Украине, а наемничество запрещено французским законодательством. Объективная информация о потерях в составе неонацистских подразделений достоверно свидетельствует о обратном. Депутаты Государственной Думы полагают принципиально важным обратиться к депутатам Национального собрания Французской Республики. Считают, что успешное выполнение целей российской специальной военной операции на Украине создает предпосылки для возведения на нашем континенте новой архитектуры безопасности. В разделе «Разное» депутатский корпус обсудил вопросы, волнующие население. В частности, отсутствие топлива на государственной автозаправке. Министр экономического развития сообщил депутатам, что вопрос решен. Заправка работает в штатном режиме. Депутаты обсудили и другие актуальные вопросы. Зарина Кочиева, Сармат Гузитаев. Информационный выпуск сегодня. Правительство Российской Федерации планирует ввести с 1 марта 2024 года на полгода временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенние и летние периоды. О планах ввести временный запрет сообщили ТАСС и в пресс-службе Кабмина. Однако было отмечено, что ограничение не будет распространено на страны Евразийского экономического союза, а также Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан.
11 избирательных участков откроются на территории Южной Осетии для голосования на выборах президента Российской Федерации, которые пройдут с 15 по 17 марта. Для удобства граждан 6 участков откроются в городе Цхинвал и 5 в населенных пунктах республики. Для югостинского народа предстоящие события имеют важное значение. Российская Федерация является главным стратегическим партнером Южной Осетии, есть и остается гарантом стабильности. Население республики к вопросу выборов подходит со всей ответственностью и осознанностью. С 15 по 17 марта пройдут выборы президента Российской Федерации. Избирательные участки будут открыты более чем в 63 странах мира, включая постсоветское пространство. В Южной Осетии можно будет проголосовать на 11 избирательных участках. Все эти 15 лет после признания независимости Южной Осетии Россия во главе с президентом Владимиром Путиным оказывает неоценимую помощь и поддержку в развитии югостинского государства. Граждане республики всегда с особой теплотой и благодарностью обращаются в адрес Владимира Путина. Я уверена, что у нас абсолютное большинство населения именно за Владимира Владимировича Путина. Именно Путин был тем человеком, который, в общем-то, спас Южную Осетию от той самой войны, которая была в 2008 году. Думаю, что в Южной Осетии любой здравомыслящий человек поддерживает Владимира Владимировича по причине того, что именно с появлением Владимира Владимировича на политическом пространстве в качестве президента в 2001 году ситуация с новообразованными республиками она крайне изменилась. То есть вот отношение к Южной Осетии, к Абхазии, к Приднестровью и так далее, оно поменялось кардинально. Поэтому я думаю, что каждый гражданин Южной Осетии поддерживает исключительно Владимира Владимировича Путина. Владимир Владимирович – это гарантия устойчивости и благополучия для нашей жизни, для всего народа Южной Осетии. Спасибо большое вам, Владимир Владимирович Путин, за то, что вы есть и столько вы делаете для народа Южной Осетии. Дальнейшее пожелание, чтобы Россия процветала, и вместе с Россией процветала и Южная Осетия, и все союзники России. С пожеланиями дальнейших успехов на политическом поприще и словами поддержки наряду со взрослым поколением высказалась молодежь Южной Осетии. Владимир Владимирович Путин, я желаю вам удачи стать будущим президентом Российской Федерации. И самое главное, спасибо вам за все. Хочу выразить огромную благодарность Владимиру Владимировичу за то, что он поддерживает нашу маленькую республику и всячески помогает нам продвигать наш маленький город. Надежда на то, что и в дальнейшем связь между Южной Осетией и Российской Федерацией будет укрепляться, она у меня есть, и я уверена, что это так и будет. Хочу выразить благодарность президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину, потому что с момента, как Южная Осетия стала независимой, он нам помогает всячески не только в финансовом плане, но и поддерживает наш народ в нашей независимости. И хочется пожелать ему победы в предстоящих выборах. Российская Федерация остается главным стратегическим партнером Южной Осетии. Между нашими государствами подписаны десятки документов, в их числе договор о сотрудничестве и интеграции. Россия продолжает оказывать республике колоссальную финансовую помощь. Ежегодно в рамках инвестиционной программы в Южной Осетии восстанавливаются десятки социально значимых объектов. На встрече президента Алана Гаглоева с Владимиром Путиным глава российского государства еще раз подчеркнул, что межгосударственные взаимоотношения Южной Осетии и России сохраняются на стабильном уровне союзничества и стратегического партнерства. Анна Гаева, Рауль Кочев. Информационный выпуск «Сегодня». 27 февраля исполняется 99 лет со дня рождения патриарха осетинской литературы и академика Нафи Джусойта. За выдающиеся заслуги в развитии научного осетиноведения ему было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия». Удостоен ордена «Знак почета СССР», высших государственных наград, ордена почета и ордена Уатсамунга. Нафи Григорьевич Джусойта был носителем высших идеалов гуманизма. Всю свою жизнь посвятил служению народу, развитию осетинского языка и литературы. О выдающемся научном деятеле сюжет Оксаны Джуевой.
99 лет со дня рождения патриарха отечественной литературы Нафи Джуссойте. Этот великий писатель внес огромный вклад в развитие осетинской литературы, оставив потомкам богатое наследие. Он родился 27 февраля 1925 года в селе Хардесер Зауского района. После окончания Кировской школы ушел на фронт. Только в самом конце ноября 1945 года ему суждено было вернуться в родные горы. Нафи, автор более 400 научных работ, подготовил первые научные издания Сейка Гадиева, Элбездаху Бритаева, Темирбулата Мамсурова и других классиков осетинской литературы. Нафи с первых лет своей творческой деятельности стал применять в своих произведениях новаторские приемы, стараясь пробудить у читателей не только эмоции и чувства, но и задуматься над глубинными философскими вопросами. Повествования Нафи Джуссойте являются примером высочайшего мастерства и глубокого понимания человеческой природы. Нафи Григорьевич обладал идеальным музыкальным слухом и красивым голосом. Когда в Осетии кто-то произносит имя Нафи, то каждый из нас сразу же понимает, о ком идет речь. Талант Нафи Джуссойте был оценен не только в родной Осетии, но и за ее пределами. Он был награжден престижными литературными премиями и признан одним из самых выдающихся писателей Осетии. Нафи не стало 26 июня 2017 года. После продолжительной болезни Нафи Григорьевич ушел из жизни. و طرز یونک خورزخ کورن ام خدای رازدار آیشت من سمی کسوا ایرل ایشت کقوا اودوالدای اخشار ودمنوا آزخ مفدیش مرتای ارزدخن بار. Оксана Джуоева, Зарема Арсоева, ГТРК ИР. Информационный выпуск сегодня. Сегодня представители руководства республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым, представители интеллигенции, студенты, общественность отдали дань уважения и памяти академику Нафи Джуссойте. Отмечен большой вклад Нафи в становление независимости Южной Осетии. Он неоднократно избирался депутатом городского и областного советов народных депутатов бывшей Юго-Осетинской автономной области, а также парламента Республики Южная Осетия 2 и 4 созывов. Сегодня в Национальном пантеоне возложили цветы к памятнику выдающегося осетинского писателя, поэта, профессора, общественного деятеля Нафи Джуссойте. Здесь собрались представители руководства республики во главе с президентом Аланом Гаглоевым, представители интеллигенции, студенты, чтобы отдать дань памяти выдающемуся писателю современности. Когда из жизни уходят такие личности, как Нафи, скудеет нация, отметил в своем выступлении сопредседатель Союза писателей Мелитон Казиев. Беден тот народ, у которых не было таких ученых, как Нафи Джуссойте. После себя он оставил бессмертные произведения, уникальное литературное наследие, а его научные труды ценят и почитают не только в Осетии, но и за ее пределами, сказал Казиев. Его поэзия, романы, пьесы, драмы вошли в сокровищницу лучших произведений Осетии, а книги Нафи Джуссойте издавались на многих языках. Нафи снискал себе любовь после публикации своего первого сборника стихов «Сердце солдата». Книга вышла в свет в 1949 году. Монографията ничин фест. Ирон феште кадишчи са ладжикад кад са сестер тех сестер ойвод ровдесто вади фетцог вис нофи. Мавдот удаттам ко касам мавдатта коркана маса кома вуда удон yorkana.
Wat nofi mohan alle bundaru kudiyot. Заслуженный деятель науки Республики Южная Осетия Нафиджус Сойте удостоен высших государственных наград Ордена Почета Иуат Самонга. Также президент России Владимир Путин объявил благодарность крупнейшему деятелю литературы Южной Осетии. Алена Утаева, Азамат Кудзеев, Тамерлан Кусраев, Зарима Арсоева. Информационный выпуск сегодня. Состоялась презентация сборника осетинских народных мелодий для национальной гармоники. Автор Нонна Кудилова. Финансовую помощь в реализации проекта оказало Министерство культуры. Участники презентации отметили колоссальный труд автора в создании столь необходимого материала. Агунда Губозова подробнее. В Схинвале состоялась презентация сборника осетинских народных мелодий для национальной гармоники. Автором книги является талантливый преподаватель Схинвальской и Дзауской музыкальных школ Нонна Кудзилова. В сборник включены танцевальные и песенные жанры. Как отмечает автор, мелодии поставлены по степени сложности от самого легкого произведения к более сложным. Автор также подчеркнула, что основной целью создания учебника стала нехватка нотного материала в музыкальных учреждениях. Нехватка данного нотного материала, особенно для учащихся первых, вторых классов, подвигла меня для создания данного сборника. Я обработала произведения так, чтобы учащиеся первых, вторых классов смогли легко их освоить. Данный сборник предназначен для систематических занятий музыкой. Финансовую помощь в реализации проекта оказало Министерство культуры. Автор сборника выразил слова благодарности руководству ведомства. Также хочу выразить слова благодарности директору музыкального училища Жанне Валерьевне. Спасибо вам большое, Жанна Валерьевна, за культуру. В лице министра культуры Рады Филипповны и заместителя министра Григория Петровича за оказанную мне поддержку и финансовую помощь для выхода в свет данного сборника. Рецензент книги, директор музыкального училища имени Феликса Алборова Жанна Тагагиева. Она отметила колоссальный труд автора в создании столь необходимого материала. Самое интересное, как уникально и гармонично обработана книга, подчеркнула она. Если вы развернете данный сборник, то он буквально настолько насыщен осетинским национальным колоритом, который на сегодняшний день необходим так же, как и язык. То есть это фактически музыкальный национальный язык нашей республики. В народных мелодиях всегда есть что-то волшебное и завораживающее, особенно когда они звучат на инструменте, который излучает особый неповторимый вкус национальной гармоники. Поэтому презентация сборника – праздник в культурной жизни республики. Этот сборник нам очень необходим для наших музыкальных школ, для наших специальных учебных заведений. Спасибо хочется сказать за этот большой труд, что она столько потрудилась и столько вот она нас сегодня радует своим результатом. Ну, конечно, хочу также поблагодарить Григория Петровича и Раде Филипповне тоже спасибо, что она изыскала возможность как-то все-таки что у нас сегодня перед нами вот этот сборник стоит. Замминистра культуры Гримамьев отметил большой кропотливый труд Нонны Кудзиловой. Штор бузнек, шегедер хоматеж бузнек динамичный азохта шегедер бузнегом олчидерем бор ошечинек каугау на музыкальном школате. Ну, из ватикан смухай вохстарзону и хавайста, ма унгар нуно код бинуино код сахаб код алохозунайдар мана шагай ирун сылгуймок ягдау яформ розайшидис ма ирендерофтау. Сборник народных мелодий для национальной гармоники является увлекательным путешествием в мир звуков, эмоций и традиций и непременно будет в помощь материалам национальной гармоники и тем, кто только делает первые шаги в музыкальном искусстве. Агунда Губозова, Александр Кукоев. Информационный выпуск сегодня. На сцене Угостинского государственного драматического театра с большим успехом прошел отчетный концерт ансамбля народного творчества «Амунд» под управлением Суслана Санакоева. Коллектив представил танцевальные номера народов Кавказа. Кроме того, на суд зрителя были представлены не менее яркие выступления вокальной группы ансамбля «Ирон Фендер».
Несколько месяцев усердной работы и, как результат, большой отчетный концерт ансамбля «Амонт» при управлении культуры администрации Цхинвальского района. Концертная программа великолепного вечера искусства была впечатляюще открыта жемчужиной национальной хореографии танцем «Симт». В обширном репертуаре хореографического коллектива не только осетинские танцы, но и танцы народов Кавказа. Хореографические движения искусно сочетались с интенсивными ритмами, а после исполнения дагестанского танца артисты сорвали шквал аплодисментов зрителей. Артисты в танцевальных композициях вобрали культурное наследие нации и ее мудрые традиции. Весь вечер зрители были погружены в мир изящества и глубины национального танца. Яркие танцевальные номера сменялись выступлениями вокальной группы ансамбля «Ирон Фендер». Артисты ансамбля «Амонт» уже много лет плодотворно служат национальной культуре. Они снискали любовь зрителя, а их концерты всегда проходят при полном аншлаге. Коллективу не раз аплодировали и за пределами республики. Анжела Кукоева, Давид Туаев, Арнольд Харебов, Вера Цхавребова. Информационный выпуск сегодня. Ко Дню защитника Отечества прошел турнир под хэквондо. За призы боролись воспитанники клуба боевых искусств «Рух Сомбон». Всего в соревнованиях приняли участие 80 спортсменов. Участников турнира поздравили помощник президента Николай Гаглоев и помощник председателя парламента Николай Айрапетян. По словам руководителя клуба боевых искусств «Рух Сомбон» Валерия Гучмазова, юные спортсмены показали хорошую подготовку. Завтра в микрорайонах Московский, Солнечный и Северный с 10 утра до 13 часов будет отключена подача электроэнергии, сообщает Иргуп Энергоресурс. В ведомстве отметили, что временное отключение проводится в связи с ремонтными работами на подстанции Московский. А сейчас узнаем, какая погода нас ожидает. В республике ясно. В Знаурском районе днем плюс 7, ночью минус 1. В Тявском районе днем 5 градусов тепла, ночью минус 4. В городе Квайса днем плюс 4, ночью минус 5. В Лениногорском районе днем 4 градуса тепла, ночью минус 2. В столице республики в Цхинвале днем 6 градусов тепла, ночью минус 2. На этом наша программа подошла к концу. Я Ирина Джиоева. Желаю вам всего доброго и до свидания.